Смотри, вот был план, насколько понятно, вот это раскрылось после несостоявшегося убийства Аркадия Бабченко. Закачали деньги, ну, пообещали деньги, какую-то часть передали деньги из России, из структур близких вот к этим гибридным войскам путинским, через товарища с фамилией на П. Просто я забыл. Ну, он тоже бывший украинский гражданин. Не Пасич, как же его фамилия? Ну, ты имеешь в виду его личного повара? Нет, или... вот его подчиненный, да, да, просто вылил из головы фамилию. Нет, и он заказал этому Герману найти людей, которые смогут убивать. И в ходе многие не верили, смеялись, но я тут к этому не так со смехом отношусь, а вполне серьезно. Еще бы ты под охраной ходишь, тебе смеяться, что ли? Но я даже не из-за этого, потому что на самом деле мы же видим, как они работают. Вот им нужно создать террор, то, о чем ты говоришь, да? Это вот они хотели, и многие журналисты там, ну не все, но многие из этого списка, когда вот 40 человек огласили, они так ха-ха-хи-хи там, ну, а вот в принципе для хаоса любого из этого списка практически бери, убивай, и эффект достигнут. Я не эксперт в этих вопросах, и тем более у нас спецприменение оружия. Первая часть комментария, первый тезис выглядит таким образом. Я не знаю, смеяться ли над Россией или радоваться тому, что ее специализация так сильно упала, и что этим занимается черти кто. И вот таким идиотским методом, когда, ну, как таким широким посевом, это первый тезис. Потому что из него вытекает такое, что вот не получается. Второй тезис посерьезнее, поскольку он касается, мне кажется, с таким нелогичным и нецеленаправленным, непрямым заказом, и еще и кому попало. Мне кажется, они хотели произвести такой хаос, когда разбирались с Павлом Шереметом, и продолжили это с тобой и с Аркадием. И, как ты сейчас говоришь, это вызвало бы взрыв, если бы что-то получилось. У них получилось. Это был взрыв, и у них получилось с Пашей. И это не вызвало такой реакции, как можно было бы ожидать в Украине. Но мы видели, кстати, пока общество думало, что Бабченко убит, это тоже мы увидели, какой был ужас, крики, ну, совершенно объяснимые, на мой взгляд, да, что вот все, как бы хаос, что хотят, то и делают, и так далее, это же цель, в принципе, да, не конкретно там даже, ну, почему выбрали Бабченко, у него есть там своя версия, это из-за личной мести, там, он просто пал выбор на него в этот момент, но дальше я разговаривал с его киллером. Вот, это, собственно, благодаря этому человеку, ну, конечно, опера СБУ, безусловно, но благодаря этому человеку, которому тот Герман пришел, сказал, убей того-то, и потом эти списочек, да, мы будем с тобой бабки делить, да, вот, он просто сдал всю эту систему. Был бы другой человек, Аркадия бы сейчас не было, и непонятно, сколько еще людей бы не было, потому что механизм запустился. Айдар, если убрать твои эмоции, хотя их убрать невозможно, потому что ты часть да, у меня сейчас всего, нет эмоций. Нет эмоций. Тогда отклонись, отойди чуть в сторону и посмотри сверху. Даже те дни, когда вся страна думала, опять вся страна, как я широко взял, тем не менее, какая-то часть людей думала о том, что Аркадия нет живых. Тот планируемый хаос настал? Как ты бы думал об этом? Ну, я думаю, что на тот момент было очень такое состояние растерянности, похоже на момент убийства Шеремета, кстати говоря. Да, и ни то, ни другое не привело к тому, как мы бы сейчас думали, что они планировали. Это неблагодарная задача думать о том, о чем они думают. Что у них в голове, я не знаю. Иногда кажется, что тырса, солома полная, иногда кажется, что все продумано и распланировано.